Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». В апреле в Пекинском международном колледже искусств свой выпускной экзамен сдали студенты из Республики Саха-Якутия. Это третий выпуск наших ребят. Один из выпускников колледжа, Сергей Будуранов, воспитанник Махсоголовского детского дома. Кастинг на обучение цирковому искусству Сергей прошел в 9-летнем возрасте, выдержав огромный конкурс из большого числа претендентов. Молодец. Ой, молодцы. Меня на кастинг возил мой папа Василий Николаевич, и он возил часто, потому что меня выбрали, сказали, что чтобы на кастинг приезжал. И он возил меня часто в цирк, и мы там разминались, там тренировались. Я бы хотела сказать спасибо, огромную благодарность Василию Николаевичу, воспитателям, всем работникам, которые дали ему это тепло. Почему-то он никогда не забывает о них. Это очень хорошо. И они вправе гордиться тем, что у них их ребенок в данный момент уже выступает на полном основании как артист бриллиантового цирка. Сергей – первый и пока единственный воспитанник детского дома, прошедший обучение цирковому искусству в Китае, где одна из самых лучших цирковых школ в мире. В составе группы из 20 детей Сергей проучился в Пекинском международном колледже искусств 6,5 лет, в совершенстве овладев цирковым искусством. Огромную роль в судьбе Сергея играет директор Махсоголовского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Василий Николаевич Ильин. К нам Сережа поступил в год и 8 месяцев, совсем был таким маленьким, говорят. Но когда я пришел в детский дом, это было в 2009 году, ему тогда было 4-5 годиков. Да, и он такой был очень шустреньким мальчиком. Я очень долго думал, куда же его устроить, в какую, где истратить его энергию, силу. Бог дал, Бог видит, наверное, распределяет наши судьбы, кто кем будет во взрослой жизни. Все эти годы участие в жизни Сергея принимают и попечители детского дома, поддерживая его в период учебы. С детским домом мы шествуем уже 14-й год. И Серегу я уже детского сада веду. Он самый шустрый и спортивный был. Он все время, когда мы приезжаем, он делал сальто, крутился. Всякие разные спортивные фигуры он делал. Мы очень рады, что его мечта сбывается. И, конечно, ему пожелала, что он был хорошим артистом. Обучение проходило по договору о целевой подготовке специалистов. Ребята оправдали возложенные на них надежды, успешно сдав выпускной экзамен. У нас сегодня есть цирковая уже труппа, которая успешно гастролирует во многих зарубежных странах, у нас в республике. В этом году очень успешные гастроли прошли в Беларуси. В следующем году ребята намечают пути в Болгарии, Венгрии. Но цирк работает, не стоит. Главными наставниками Сергея в период учебы стали китайские тренеры. Как учитель акробатики
и цирковое искусство, он говорит, что он очень послушный ребенок и очень перспективный. Все ребята, прошедшие обучение в Пекинском колледже искусств, не только овладели цирковым мастерством, но также изучили китайский и английский языки, что, безусловно, определит успешность их будущей жизни. Сереж, можно вот такой вопрос? Как тебе жилось в детском доме? Хорошо. Хоть за нас там стирали, но все равно это было в детстве. И сейчас я уже, благодаря Маритане, все уже к этому научился. И теперь живу у нее. Она уже хочет меня взять под опекунство. Но документы еще не до конца сделаны. Но будем надеяться, что с документами все будет в порядке. Буду приезжать в гости в детдом. Поддержка воспитателя Марии Николаевны и директора Махсоголосского центра Василия Николаевича Ильина, ставших для Сергея родными, очень важна для него, как оставшегося без попечения родителей, и позволяет Сергею чувствовать поддержку и опору в жизни. Благодарю за поддержку, когда я был маленький, поддержку вот перед выступлениями в цирке, поддержку то, что приходили на мои выступления, смотрели, поддерживали. Спасибо большое, Василий Николаевич. Итогом и приятным моментом стало вручение диплома Пекинского международного колледжа искусств из рук генерального секретаря колледжа. В бриллиантовый цирк Якутии воспитанник Махсоголосского детского дома Сергей Будуранов приехал изменившимся и состоявшимся артистом цирка. Изменения, конечно, глобальные, можно сказать так. Каким он пришел в эту группу и какого я привезла. Но физически однозначно он изменился. Смотришь на него, весь в мышцах. Китайские тренеры очень хорошо потрудились. 6 лет ежедневных тренировок дали свой результат. Хороший спортсмен, мастер своего дела. Он в 3 номерах задействовал. Когда он туда пришел, конечно, ничего не умел, наверное, кроме колеса, я так думаю. А сейчас он хороший гимнаст. Конечно, он сам об этом не скажет, но достижения говорят сами за себя. Сергей вместе с ребятами является обладателем гран-при первого дальневосточного циркового фестиваля. Трижды они становились победителями международного циркового фестиваля «Молодые таланты». Но, пожалуй, самое яркое достижение для ребят – это выступление на сцене государственного цирка Республики Саха-Якутия, оставившее яркие эмоции у всех собравшихся в этот день. Общее впечатление очень хорошо показали, общее впечатление очень, думаю, и зрителям понравилось, и нам тоже, конечно. А можно пару слов о Сергее Будуранове? Вот Сергей, конечно, он пришел, когда мы его начали смотреть. Конечно, он был видно, что он очень подвижный,
и очень перспективный. Но он, конечно, из детдома, поэтому был такой, его не поймать. Но во время учебы, и, конечно, все говорят об этом, совсем изменился в лучшую сторону. Сейчас уже совсем другой человек, и я тоже очень рад за него. И как-то горд, что мы вот таких ребят, как Сергей Будуранов, берем и в жизнь толкаем. Мы надеемся, что Сергей Будуранов послужит примером для всех ребят детских домов, и кто-то захочет пойти по его пути, найдя в жизни себя. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Димочка у нас живет 3-й год, ему 10 лет. Мальчик очень веселый. Мы его зовем Солнышком. Когда он участвует в спортивных соревнованиях, команда, в которой он участвует, всегда побеждает. И они его называют талисманом, потому что Дима у нас очень любит спорт и очень активно занимается. Димочка, теперь ты о себе расскажи, пожалуйста. Я Дима, мне 10 лет. Я люблю заниматься, немного читаю, в кроссвордах там всяких занимаюсь, пазлы немного собираю, играю в всякие игрушки. Мой любимый предмет по школе – это чтение. Дим, а ты знаешь, для чего я тебя снимаю? Да. А для чего? Чтобы попасть в семью. Хорошо. Дим, а ты бы хотел попасть в семью? Да. А в какую семью? Ну, в добрую. Мне не главное, чтобы там было хоть богатые, но хоть бы дети были. А чтобы детки другие были, да? Да. И чтобы все какие были, ты сказал? Да. Добрые, да? Мы очень надеемся, что мечта Димы сбудется. Дима. Героем нашей следующей передачи станет воспитанник приемной семьи Павловых из Якутска, так же, как и Сергей, прошедший обучение в Пекинском международном колледже искусств. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.